Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Социальный контракт – это договор между местным органом социальной защиты и гражданами или семьями с низким доходом. Регион обязуется помочь нуждающимся деньгами или товарами, а те должны трудоустроиться, пройти обучение или начать свое собственное дело. О предоставлении соцконтракта мы сегодня и поговорим. Гостью на студии Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала я предлагаю поговорить о том, что такое социальный контракт. Вот в чем его основные функции, в чем его отличие от, допустим, многих других преференций. 29 февраля текущего года президент России Владимир Владимирович Путин, в своем послании Федеральному собранию как раз озвучил, что одной из основных таких острых вопросов является то, что у нас на сегодня семьи, в том числе многодетные семьи, сталкиваются все-таки с такой проблемой, как невысокие доходы. И, соответственно, также он озвучил, что одним из основных механизмов для борьбы с бедностью является социальный контракт. Социальный контракт – это прежде всего финансовая мера поддержки для граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума, для граждан либо семей, и, соответственно, он направлен на то, чтобы человек мог вести свое собственное дело, вести личное подсобное хозяйство, либо пройти обучение, переобучение и после этого трудоустроиться. Соответственно, 28 сентября 2023 года уже главой Республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаевым был подписан указ, стратегический указ по мерам по борьбе с бедностью. В этом указе содержится комплекс мер, направленный прежде всего на снижение сокращения бедности в республике и, соответственно, на минимизацию рисков попадания семей в такую ситуацию. И социальный контракт, он также определен как один из основных механизмов. И, соответственно, мы будем работать как по персонализированному сопровождению семей с низкими доходами, по выводу их из трудной жизненной ситуации, в том числе с выработкой особых подходов в арктических районах. И, конечно же, будем повышать эффективность социальных контрактов. Соответственно, социальный контракт, он, как вы уже сказали, это соглашение между Управлением социальной защиты населения и, соответственно, гражданином, который тоже берет на себя обязательства. Это направление поиск работы, это ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и, конечно же, мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Альбина Владимировна, по каким направлениям сегодня можно заключить соцконтракт? Вот как раз-таки сейчас я озвучила, это прежде всего, конечно, поиск работы, который должен завершиться трудоустройством, должен быть заключен именно трудовой договор, и это индивидуальная предпринимательская деятельность, то есть до 500 тысяч рублей сейчас размер увеличен. Конечно же, это зависит от бизнес-плана, от программы социальной адаптации, и какой вид деятельности будет вести данный гражданин. Это личное подсобное хозяйство, которое тоже до 500 тысяч рублей размер. Понятно, что 500 – это максимальный размер, то есть, например, на ведение крупного рогатого скота, к примеру. По растениеводству, скажем, будет уже другая сумма. Тоже это будет зависеть от программы личного подсобного хозяйства. И это такие мероприятия, как преодоление трудной жизненной ситуации. Здесь, конечно, более индивидуальный подход. Соответственно, нами были разработаны еще в прошлом году, были внедрены социальные пакеты в зависимости от самой жизненной ситуации, в зависимости от категории граждан, от состава семьи. И данные социальные пакеты, они предлагаются для граждан, составляя программы социальной адаптации. И, конечно же, гражданин должен тоже желать выйти из этой ситуации. А на какой срок заключается социальный контракт для поиска работы? И самое главное, какие размеры выплат на поиск? Поиск работы может заключаться до 9 месяцев. При заключении социального контракта на поиск работы сразу выделяется материальная помощь в виде одной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который установлен в зависимости от района проживания. И далее уже гражданин может пройти обучение
не более 3 месяцев. На это выделяется до 30 тысяч рублей. Следует отметить, что обучающая организация должна иметь именно лицензию образовательную. Да? После этого также гражданин может, да, пройти стажировку у работодателя, который планирует с ним заключить трудовой договор. Стажировка тоже до 3 месяцев. Работодателю компенсируются расходы на заработную плату в размере минимального размера оплаты труда. Да? Ну, скажем, вот в районах с районным коэффициентом 1,7 он составляет 48 105, да? В северных районах выше, да, еще. И, соответственно, еще возмещаются страховые взносы. Тоже до 3 месяцев стажировка может быть. И при заключении уже трудового договора гражданину еще может выделяться материальная помощь в виде одной величины прожиточного минимума в течение до 3 месяцев. Итого гражданин в течение вот всего периода может получить от 350 до 400 тысяч рублей. Альбина Владимировна, безусловно, соцконтракт мера популярная, она пользуется огромным успехом у нас в республике. Вот какие бы вы практики, вот конкретный пример вы бы, может быть, лично отметили? Какой-нибудь самый интересный пример реализации соцконтракта? Ну, интересных примеров у нас много, да, конечно, они даже, можно сказать, отличаются, да, от федеральных. Ведется мониторинг, да, так как на федеральном уровне, так и на региональных уровнях в субъектах. Получается, если, например, на федеральном уровне более такие распространенные, это все-таки услуги, да, прежде всего. Ну, например, там, это могут быть социально-бытовые услуги, могут быть, да, ну, допустим, парикмахерские открытия, какие-то салоны красоты и так далее, да, то в республике все-таки следует отметить, ну, я считаю, что это положительный, да, момент, когда, то есть кроме услуг у нас еще также развито именно производство, да, переработка. Поэтому здесь, конечно, у нас открываются в сельской местности и пекарни, и такие небольшие, скажем так, да, перерабатывающие цеха. Также у нас также развито по личному подсобному хозяйству и коневодство, и скотоводство, да, растениеводство. Даже вот, например, в Момском районе, да, выращивают цветы, да, могут выращивать также, ну, такие овощи, которые, да, не характерны, скажем так, для северных территорий. И, соответственно, есть тоже интересные примеры, и мы чаще всего их применяем также, совершенствуя, да, нормативно-правовую базу, когда развитие, да, идет. То есть, получается, при получении социального контракта человек начинает, например, вести личное подсобное хозяйство, а далее это уже вырастает в такое уже большое фермерское хозяйство, и как муниципалитет может представить, да, предоставить свою поддержку по линии Министерства сельского хозяйства или по линии Министерства предпринимательства, и это уже несет такой, скажем так, мультипликативный эффект, то есть, во-первых, это уже вклад в развитие экономики именно района и региона в целом, да, и создание новых рабочих мест. А если вот говорить про заключение соцконтракта как индивидуальный предприниматель, какие там особенности, чем отличается самозанятый от индивидуального предпринимателя и что требуется? По индивидуальному предпринимательству прежде всего такое основное отличительное, да, скажем так, условие — это то, что индивидуальный предприниматель может нанимать работников наемных. Да. Самозанятый, конечно, ну, из существа самого слова даже, да, выходит, что он должен самостоятельно работать, да, соответственно. И у самозанятого все-таки есть определенные льготы. Да, то есть это и налоговая ставка льготная от 4 до 6%, это и упрощенный порядок регистрации, то есть не нужно приходить, да, в налоговую инспекцию, все это делается, в принципе, да, удаленно. Кроме того, ведется доходы и налоги в приложении, да, «Мой налог». Соответственно, есть и налоговый вычет также предоставляется, да, и другие льготы для самозанятого. Поэтому здесь, конечно, выбор гражданина. Самый главный, наверное, вопрос. Я хочу получить соцконтракт как индивидуальный предприниматель. Мне нужно регистрироваться обязательно как ИП. Правильно? Нет, не обязательно. То есть, получается, если вы берете социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, то вы можете зарегистрироваться как в качестве индивидуального предпринимателя, так и в качестве самозанятого.
То есть это на выбор самого гражданина. Да? И, соответственно, еще хочу отметить то, что вот именно в нововведениях 2024 года единовременная выплата, она предоставляется уже только после того, как человек зарегистрируется в качестве самозанятого либо индивидуального предпринимателя. Альбина Владимировна, мы сегодня с вами очень много поговорили про ведение личного подсобного хозяйства. Вот что требуется, какой пакет документов для заключения соцконтракта по данному направлению? Ну, в принципе, из пакета документов, который именно подтверждает, да, самого гражданина, его статус и так далее, ему ничего не нужно приносить. То есть у нас в Управлении социальной защиты населения, да, это все делается по межведзапросам, да. Все-таки мы стремимся, да, как проактивности. Но здесь, конечно, при обращении за социальным контрактом необходимо, ну, как минимум, заявление, да, которое, кстати, можно подать, да, и удаленно через госуслуги. И, соответственно, далее уже гражданин приглашается на комиссию. На комиссии, конечно, он должен уже предоставить свою либо бизнес-план, да, либо программу своего развития. И, соответственно, далее уже комиссия, которая у нас создана, следует отметить, в каждом районе, и в каждом районе ее возглавляет либо глава района, либо заместитель главы по социальным вопросам, как правило. Да? И, соответственно, там уже комиссионно, с учетом всех членов комиссии, куда входит и управление соцзащиты, управление сельского хозяйства, да, предприниматели и так далее, да, то есть здесь они уже смотрят всесторонне и принимается решение по, значит, выдаче или не выдаче социального контракта. Но еще раз повторюсь, да, здесь, конечно, основным критерием являются его доходы, да, то есть они должны быть ниже величины прожиточного минимума, то есть семья малоимущая, Ну и, адресная помощь. безусловно, и бизнес-план. Тоже очень важно. Да, конечно, очень важно. Альбина Владимировна, ну я уверен, что подобная инициатива продолжится у нас в регионе, в том числе и, так скажем, вслед посланию президента Российской Федерации еще больше наших жителей воспользуются социальным контрактом. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну я напомню, что это было актуальное интервью. До новых встреч.